приветствую на нашем канале Мирный Лайф, бывший, как вы помните, политгараж. Как всегда с вами город Мирный, Республика Саха-Якутия. Мы продолжаем наш цикл передач про город Мирный. Будут небольшие покатушки по городу, будем смотреть новые объекты, новые стройки, новые... Все новое, короче говоря, про наш город. Да, друзья, обратил внимание, количество лайков уменьшилось значительно. Друзья мои, это не то, чтобы там, знаете, там, поставь лайк, поставь лайк. Дело в том, что это продвижение нашего канала. Чем мы больше вот так поставим, это будет под видео, друзья мои. Прямо под видео там есть такой значок, посмотрите. Если вам не нравится, можете поставить вот такой значок. Просто ставьте любой, этот или тот. Это продвижение нашего канала, это будут YouTube будет нас продвигать дальше. Мы обязательно сегодня прокатимся по нашему любимому городу. Вот так вот. И посмотрим что-нибудь новенькое. За подписавшихся отдельное всем спасибо, молодцы, вы просто красавчики. Каждую неделю нас становится на 10-15 человек больше. А это значит, что наш канал все-таки нравится вам, моим зрителям. Пусть я не так профессионально снимаю, пусть не так красиво рассказываю, но сюжеты такие у меня незамысловатые. Я просто буду рассказывать о нашем городе, о том, где что происходит, какие новые объекты появляются. Ну, в общем, смотрите. Друзья мои, в продолжении нашей темы я тут, чтобы никого не обидеть, засниму уже все-таки двор. Значит, Солдатова 2. Опять солнышко, опять вечер, опять солнце нам светит. Ну вот смотрите, Солдатова 2, все 3 подъезда. Просто у нас там еще возле 3-го дома, оказывается, тоже ведутся строительно-монтажные какие-то работы. И мы обязательно сейчас туда заедем. Солдатова 2, потом здесь вот, вон там 26-я школа проглядывает. Какой-то колледж здесь вот был. Школа Эврика, что ли, раньше была. И вот 4-й дом, поближе тоже сниму, чтобы подъезды были видны. Ну да, конечно, во дворах все-таки как-то это все не очень хороший асфальт. Дом проезжаем. Смотрите, вот возле дома номер 3 по улице Солдатова также ведутся строительные работы. Видите, здесь все поломали, все ограждения, все бордюры, все сломали. Все теперь сеточкой обгородили, новые вот эти заборы, и делают новое ограждение. Так, домик я вас тоже засниму. Вот сейчас забегу сюда. Здесь смотрите, здесь опа, новая площадка. О, привет, Ольга. Вы что, гуляете здесь? А где, я не вижу? Понятно. Молодцы. Как там Евгений Иванович, как отдыхает? Даня, привет. Оказывается, собирали подписи здесь на разрешение строительства. Вот здесь спортивной площадки. Уж не знаю, что за спортивная площадка такая будет. Ну, посмотрим, когда сделаю. Ну, конечно, покажем полностью дворы вот эти.
5, 7, 11, 13, 13, 15, наверное, да? Ну, тут мало что изменилось. Даже вот эти детские площадки, они как-то немножко стали выглядеть похуже. Сами-то вроде целые, все хорошо, но вот покрасить бы их не мешало. 13-й дом, Солдатова свечка. И 15-й. Так, ночной клуб Глобус, или как так, просто клуб Глобус мы проехали. Кстати, тут на днях к нам приехать должен артист, будет выступать и петь в клубе Глобус. Случайно как-то я нарвался на рекламный ролик, который в Ютубе, кстати, был размещен, или в Инстаграме. Даже не помню, то ли Алмазный край, то ли кто его освещал. Всем привет, с вами Данко, и 26 августа в городе Мирный мы встречаемся в ресторане Харчевня. Это бывший Глобус. Будем зажигать, будем какие будем просто танцевать, будем веселиться, общаться, и вечер станет незабываемый. Так что жду 26 августа в бывшем Глобусе. Как называется сейчас? Харчевня. Все верно. С вами Данко, друзья мои. До встречи. Так. Ну вот как-то было такое дело. Друзья, товарищи, вот в социальных сетях во всех появилось очень много информации о том, что в лесу грибов мерено, немерено вообще. Ну вот, как бы к этой теме сегодня ночью, короче, прошел шикарнейший дождь. 2 дня назад был небольшой дождик такой, ну, промочил, конечно, там все нормально, как положено, да. Видимо, после этого немножко грибов и повылазило. Так вот, в этой ночью был такой ливень, что просто, я думал, просто небо рухнет на землю, потому что была гроза, сверкало так, что просто какой-то конец света как будто наступил. Вот. После этого дождя грибы, наверное, обязательно полезут. Просто много различных подберезовиков, подосиновиков и особенно груздей, потому что грузди в нашем районе, особенно в последнее время, что-то я заметил, просто растут везде, где только, где их раньше никогда не было. Тут что-то бац, во всех даже небольших лесных массивах много груздей появилось. После такого дождика, конечно, дышится очень легко. Город стал чистенький, вообще такой опрятный. Кажется, что как будто специально его полили из омывашки какой-то. Потому что у меня даже машина вышла, она чистая. Потому что за недельку она такая стала пыльная, немножко такая не в себе. И тут бац, и смотрю, такая чистая, классно. Ну, в общем, одна польза такая от дождя. Тут еще в нашем городе небольшая обновка. И вот, смотрите, улица Индустриальная, начиная от Укса, вот Укс с левой стороны, и вниз туда, получается, по Индустриальной в сторону магазина Каспий, магазина, что там, не помню, еще какого-то. Вот смотрите, по правому борту. Делают тротуары в сторону Заречного. Потом, вот видите, по левой стороне также вот ведутся работы по расширению, устроению водостоков. По стороне Каспия будут идти они. Ну, то есть плавно переходят с правого края на левый. И так потихоньку, помаленьку в сторону Заречного будет у нас тротуар. Отдельное спасибо администрации города. Вот видите, у нас
вот пешеходы идут пешком прям по дороге. Кто идут с магазина Бухарин, с Заречного. Видите, уже завезли водосточные вот эти бетонные блоки. Вот, теперь будем, вот здесь, я не знаю, будет, скорее всего, устроен какой-то мост, возможно, пешеходный, либо вот здесь по правой стороне сделают тротуар, снесут вот эти кустики всякие, зеленые насаждения. И смотрите, вот по левой стороне, видите, вот какой расширили, как отсыпали, расширили, утрамбовали тут все это хозяйство. Тротуар будет идти аж до улицы, до поселка Заречного. Я сначала думал, дорогу будут расширять. Но, видимо, все-таки отдельное спасибо от велосипедистов. Можно будет съездить на Заречный без, так сказать, безопасно. А дорога на Заречный, конечно, не очень, я вам скажу. Тут провалы такие местами. Кстати, смотрите, вот там, видите, строители, целый городок у них там. Склад, оба, видели, да? Вот такая дорога на Заречный. Цепляем защитой даже. Провалился, ну, получилась колея такая, провал в асфальте. Вот еще один. Вот по левой стороне, вот там внизу сделали, вот там прям внизу отсыпали, сделали там тротуар ниже, чем дорожное полотно. Вот смотрите, ведутся работы по устройству, значит, вот это насыпь, пляж, зона отдыха. Очень много сделано, надо будет заехать посмотреть. Я сейчас нахожусь на лыжной базе на Заречном. Друзья, здесь тоже какие-то работы ведутся. Смотрите, подогнали, значит, вот такой виброкаток. И вот там бульдозер. То есть, соответственно, вот это будут, скорее всего, расширять, улучшать трассу лыжную, чтобы зимой она была ровнее, лучше. Может, какие-то новые маршруты будут. Ну, ребята катаются на мопеде. Кстати, по желанию можно по этому маршруту прокатиться на велосипеде. Велосипеды, у кого есть горные, пожалуйста, маршрут, кстати, прокатан, и все нормально, там можно прямо это нормально покататься. Честно вам скажу, у меня товарищ прокатился, сказал, вообще замечательная трасса, но, короче, он не спортсмен. Тяжеловато. Даже на 3 километра тяжеловато. Кто давно не был на поселке Заречном, вот для вас тоже детский сад Семицветик по левой стороне. Дороги асфальтированы, все дома, ну, как были, так и есть. Ничего нового не покрашены. Но крыши относительно, как бы, у всех почти домов новые. Я в прошлом году снимал на квадрокоптере. Крыши нормально, хорошо выглядят. Вот девчата идут, скандинавской ходьбой занимаются. Вот такие у нас наши жители города Мирного, спортивные, вот организованные, ведут здоровый образ жизни. Вы бы в парке видели, сколько у нас таких спортсменов, которые вот с палочками ходят. Молодцы, вообще так держать. А тут даже на Заречке есть спортсмены свои. Утром идешь на работу, очень много молодых, пожилых, любого возраста людей бегут трусцой. Бег трусцой очень сильно прям развит у нас в городе. Очень много народу я видел, просто кто на третью фабрику бежит, кто туда на даче, кто вот просто по таким дорожкам. Машин не так много в таких районах, они там не сильно часто курсируют, как бы. Ну и в принципе уважительно относятся водители к таким видам деятельности.
Сейчас мы с вами едем по по поселку Заречный, выезжаем на улицу Восточную в районе 31-го дома. Это была улица Соболева. Вот по Восточной 31 и вниз сейчас спустимся. Если я не проехал по вашей улице, прошу прощения. В следующий раз обязательно проеду. Вот смотрите, у людей рябина во дворе растет. У кого-то калина-малина, короче говоря. Ну, это уже каждому как хочется. У нас в последнее время климат стал немножко теплее, поэтому, честно вам скажу, иногда у людей встречаются такие зеленые насаждения, каких лет 10 назад даже не слыхивали мы. А это выращивают люди и клубничку, и земляничку. Ну, смородина, малина, это понятно. Но дело в том, что стали выращивать такие там всякие культурные сорта, ремонтантные, так сказать. И у людей очень хорошие урожаи, между прочим. Ну, про картошку, конечно же, я молчу. Потому что люди приезжают с удачного Айхала, говорят: ай-яй-яй, как же так? У нас вроде тут 450 километров всего лишь. Почему у вас растет, у нас нет? И поэтому приезжают к нам, бадминтон люди играют, приезжают к нам за картошечкой покупать в Мирном картошку. Можно купить ленскую картошку с Нижней Нюи, также капусту и различные другие там овощи, фрукты. Кстати, еще хотел вот вам рассказать. Хвалили у нас ленские, батамайские молочные продукты. Кстати, появились в городе в некоторых магазинах из Батамая. Ну, это Ленский район. Кстати, попробовал сыр батамайский. Очень и очень, я вам скажу, хороший сыр. Он такой, как сулугуни. В общем, такого плана сыр. Ну, здоровский. Особенно он годится для жарки. Вот кто не знает, сыр можно жарить. Это очень даже, я вам скажу, интересное такое получается блюдо. А сейчас мы с вами заезжаем вот на объект. Называется он городская среда комфортная. Сейчас так, благоустройство зоны отдыха на реке Релях, микрорайон Заречный. Ну, как бы точной даты тут не указано. Начало работ 6 мая, окончание 1 ноября 2022 года. Посмотрим. До ноября, конечно, вряд ли тут что-то успеют сделать. Осталось что тут? Август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну, так-то да. Но площадки уже выровнены. Смотрите, уже укладываются бордюрные камни. Много металла вот навезено. Смотрите, вот уже сколько сделано всего. Ну, очень-очень даже, я бы сказал, много. Вот там уже поставили знак «Купаться запрещено». Самый главный знак поставили. А остальное уже потом видно будет. Какую-то канаву прокопали. Там вот уже завезли какие-то материалы. Кирпичи, блоки различные. Ну, правда, речка что-то обмелела вообще капитально. Я надеюсь, что они еще и каким-то образом углубят дно, почистят реку, и будет у нас зона отдыха. Типа культур-мультур. Фух. Ну ладно, едем дальше. Друзья, повторюсь, если вы не помните, как подписаться на наш канал. Канал Мирный Лайф, если вы помните, прям вот сюда наводите камеру вашего смартфона. Если у вас ничего не появилось, значит наводите туда сканер QR-кодов. Как только в сканере QR-кодов появятся буковки, это и есть ссылка на наш канал. Да, друзья, и еще раз тоже повторюсь. На нашем канале стало мало лайков. Вы забываете, а я не напоминаю вам. Ну, думаю, что это все как бы по умолчанию. Ставьте просто лайк, даже если вы не подписаны. Лайки помогают нашему каналу развиваться. Еще больше людей нас увидят, еще больше узнают о алмазной столице. Вот как-то так. Далее, значит, вот такой паспорт объекта висит здесь. Это как раз то, что я и говорил вам. Устройство пешеходного перехода по улице Индустриальной и далее до пересечения улицы Бабкова с улицы Соболева. Просим извинения за временные неудобства. До 2 ноября должны, кстати, закончить.
Вот это то, что я вам говорил. Это будет пешеходный тротуар. Тротуар, короче, будет вдоль всей вот этой дороги от улицы Индустриальной до улицы Бабкова. Да, вот этот пешеходный тротуарчик будет проходить чуть ниже. Вот уже люди, видите, там двигаются потихонечку. Все-таки идти не по дороге. Если вы не знаете расписание автобусов, то вот вам сюда. Вот как-то так. Еще бы дорогу вот здесь подлатали. Здесь такие провалы в асфальте есть, что я постоянно здесь цепляюсь. Забываю, блин, ну что, я тут редко езжу. Вот забыл, бац, и защитой цепанул. Ну и дорога, конечно, узковата немножко для... Вот здесь, особенно в повороте, так прямо две машины разъезжаются прям в притирочку. Вот как-то так. Все, друзья, на этом наш короткий выпуск сегодняшний заканчивается. Огромное всем благодарность. Всем привет из нашей Якутии, города Мирного, республика Саха. Обязательно подпишитесь на наш канал. Если вы этого еще не сделали, внизу нажмите кнопочку подписаться. Вот как-то так. Все, друзья, до новых встреч. Всем крепко руку и до